Всё. Здравствуйте, коллеги! Сегодня на нашем вебинаре мы рассматриваем условия участия в республиканском конкурсе «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» в 2019 году. Наш вебинар предназначен для потенциальных участников конкурса и, собственно, для участников, которые в этом году планируют, и возможно, что будут готовить программы на следующий оздоровительный год. Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 2 апреля 2019 года за номером 345 об организации проведения республиканского конкурса «Лучшая программа организации детей и их оздоровления», то есть вот нормативным документом, мы начинаем, собственно, работу над этим конкурсом. И конкурс организуется в рамках реализации государственной программы Республики Коми развития образования, утвержденной постановлением правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года номером 411 в целях совершенствования содержания форм, технологий, организации отдыха детей и их оздоровления, поддержки инициативы перспективных программ в сфере организации отдыха детей и их оздоровления. Учредителем конкурса является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Организатор конкурса – Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт образования, далее ГОДПО «Криром». Основные документы уже сегодня, они опубликованы на сайте профессиональных конкурсов. Вот здесь представлены два скриншота, где вы можете обнаружить основные документы и участников, кто входит в член жюри, оргкомитета. И, собственно, на этом сайте можно подать заявку участников, пройти регистрацию и подать заявку для участия в данном конкурсе. Как это можно найти? Вам достаточно выйти на главную страницу сайта Коми Республиканского института развития образования, увидеть здесь вот под красной скобочкой профессиональные конкурсы, нажать на эту ссылку и, собственно, вы выйдете, найдете название конкурса, можно выйти на страницу самого конкурса. Здесь вы увидите и описание конкурса. Если посмотрим внимательно, то есть представлены документы, это приказ Министерства образования, указаны участники, жюри, оргкомитет и так далее. Собственно, можно выйти по ссылке, которая дается на этой страничке. Основной информации уже имеется. К сожалению, мы немножко опоздали с рассылкой, но рассылка по муниципалитетам должна пройти сегодня-завтра, поэтому основные нормативные документы на муниципальное управление образования, они должны до вас дойти. Кто является участником конкурса? Диапазон участия достаточно широк. Самое главное, что этот конкурс предназначен для юридических лиц, принимающих участие в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Участниками конкурса могут быть муниципальные организации. Здесь я немножко попозже остановлюсь. Характер участия муниципальных организаций, он связан именно с технологией проведения конкурса. Государственные организации, любые коммерческие организации различных, то есть коммерческие организации различных типов, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации. И в данном случае мы даем ссылку, чтобы не возникал вопрос, что это за некоммерческие организации, чтобы объяснить диапазон участия, то есть мы даем ссылку. То есть из документа, из закона об образовании 2013 года, где указывается, что некоммерческими организациями являются форма общественных или религиозных организаций и объединений, общин, коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных коммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций, союзов, а также в других формах. То есть некоммерческие организации – это очень широкий диапазон участия. То есть что можно сказать? Собственно,
В рамках этого конкурса могут принять участие все организации, которые занимаются организацией отдыха детей и их оздоровления Республики Коми. Номинации участия. Конкурс проводится среди программ с учетом типа детского оздоровительного лагеря по 3 номинациям. Первое – это лучшая программа стационарного лагеря, организация отдыха детей и оздоровления «Загородный лагерь». Здесь следует сказать, что лагеря, организованные на базах санаторий, тоже относятся к понятию стационарного лагеря за пределом, в общем-то, города. Лучшая программа лагеря с дневным пребыванием детей – это, как мы привыкли говорить, площадки, которые организуются на базах образовательных организаций. Это школ, центров дополнительного образования, различных детских художественных школ и так далее, школ некоммерческих организаций, студий и так далее и тому подобное. И 3-я номинация – лучшая программа лагеря труда и отдыха. Такие программы у нас тоже имеются, они проводятся и в форме выездных стационарных лагерей, так и, собственно, как площадок. То есть главный акцент здесь делается, что это организация трудовой деятельности и отдыха подрастающего поколения. Порядок проведения конкурса. Вот на данном слайде мы видим, что конкурс проводится в рамках 3 этапов. Первый этап – это муниципальный, второй этап – республиканский, 3-й этап, который мы рассматриваем, это подведение итогов. Муниципальный этап, он, собственно, сроки его подходят к завершению. Он должен проходить с 29 апреля по 20 мая. Но, собственно, муниципалитеты еще не опаздывают, потому что если мы посмотрим, что прием заявок идет до 17 июня, то, собственно, муниципалитет может до 17 июня, то есть крайний срок подачи заявки, провести свой муниципальный конкурс и отобрать работы, которые он, в общем-то, выдвинет на республиканский конкурс. Поэтому, чтобы вы не переживали о том, что сроки для муниципального конкурса с 29 апреля по 20 мая вроде как завершаются, но так как основной прием документов идет до 17 июня, то есть вот прием документов, поэтому я думаю, что вы успеваете. И второй республиканский этап, он достаточно длительный. Я думаю, что здесь немножко я ошиблась в рамках выделения, но на самом деле он заканчивается 20 сентября 2019 года. То есть второй этап, он как бы сам имеет несколько этапов. Вот с 21 мая по 17 июня это начало приема заявок и конкурсных документов от муниципальных организаций, так и от остальных организаций. С 18 июня по 28 июня проводится экспертная оценка конкурсных материалов, то есть в данный период работают эксперты. То есть прием документов мы заканчиваем 17 июня в 16:00. То есть до 16:00 вы еще имеете право публиковать, собственно, ваши материалы. С 18 по 28 июня проведение экспертной оценки. Ну и, в общем-то, в рамках этого этапа, этой части подводятся предварительные итоги экспертизы конкурсных материалов. То есть это еще не победители, но будет составлен рейтинг лучших программ. И, собственно, на основе этого рейтинга в дальнейшем на 3-м этапе будут рассматриваться, в общем-то, подведение итогов. До 31 августа это реализация программ детских оздоровительных лагерей. Опять же, если у нас начало приема документов идет до 21 мая по 17 июня, и возможно, что смена уже реализуется в июне, но документы могут принимать участие в конкурсе. То есть ваша реализация программ не мешает принимать участие в вашей программе в конкурсе. Поэтому
Конкурсные материалы, они могут, вот когда у вас смена начинается, то есть с этого же периода, собственно, уже у вас начинается ее реализация. И так как документы по реализации мы принимаем только в сентябре, поэтому в какое время проходит смена для организаторов конкурса не имеет значения. Поэтому до 31 августа реализация программ, вошедших в рейтинг 3 лучших программ финалистов на базах детских оздоровительных лагерей. И с 1 сентября по 6 сентября участники, которые вошли в рейтинг лучших программ, должны предоставить организаторам материалы по реализации программы детского оздоровительного лагеря. С 7 сентября по 20 сентября экспертиза материалов по реализации программы ДОЛ. То есть еще раз работают эксперты, они просматривают тот пакет документов, которые предоставляются участникам по результатам реализации программы. И, собственно, на основе уже просмотренных документов выстраивается рейтинг победителей, и уже, собственно, начинается третий этап. Это подведение итогов победителей. Он начинается 21 сентября по 30 сентября. Почему такой срок? То есть, собственно, там идет диапазон больших организаторских мероприятий, так как у нас все-таки конкурс денежный, да, и у нас выделяются средства для победителей, да, то в этот период, собственно, должны собираться документы на оплату приза, и оформляются различного вида документы, работа идет с организаторами. Поэтому мы себе дали диапазон 10 дней для того, чтобы мы могли корректно завершить, собственно, этот конкурс. На республиканском этапе конкурса есть мы даем небольшие ограничения, но тем не менее я не думаю, что эти ограничения для вас, в общем-то, существенны, но так как у нас проходит через 2 этапа, то на республиканский конкурс от органов мы принимаем программы от органов местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченных организаций отдыха детей и их оздоровления. Органы местного управления, они на основе результатов проведенного, в общем-то, муниципального этапа на республиканский конкурс могут представить не более 3 программ победителей в каждой номинации. То есть здесь они представляют только программы победителей. То есть получается, если у нас 3 номинации, то есть от муниципалитета мы, собственно, можем принять 3 программы. То есть мы можем получить 9 программ, то есть 3 программы победителя, то есть это 9 программ от муниципалитета мы вполне можем от вас принять. От государственных коммерческих, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей участвует не более 1 программы ДОЛ по каждой номинации. То есть если у государственной организации есть 3 программы, которые реализуются в каждой номинации, то есть летний оздоровительный лагерь на базе, допустим, какой-нибудь санаторий или какой-то базы отдыха, может быть площадка и может быть лагерь труда и отдыха, то от одной организации мы можем принять как раз все 3 программы для участия в данном конкурсе. Здесь дается ссылка о том, что государственные, коммерческие, некоммерческие организации, частные предприниматели заявляются на конкурс самостоятельно, без участия в муниципальном этапе. Если муниципальные участники и организации муниципальные должны пройти отбор программ через органы местного самоуправления, то государственные, коммерческие и некоммерческие, в данном случае им отбор не нужен, они сразу регистрируются и подают заявку на республиканский этап. Заявка подается на сайте. То есть в данной ситуации у нас есть как бы следующий вариант. Вот если мы рассмотрим нашу страничку, опять же я вам показываю скриншоты, как подать заявку. То есть, выйдя на страничку конкурса в рамках профессиональные конкурсы, вы нажимаете на ссылочку «Подать заявку»,
идет сначала электронная регистрация, и в рамках вот этой анкеты, которую вы заполняете, там дается возможность загрузить заявку в файле PDF. То есть для муниципальных организаций отдельная форма заявки, для государственных некоммерческих и коммерческих организаций, частных предпринимателей другая форма заявки. Они представлены в положении, в приложении к положению, то есть там нужно внимательно вам посмотреть, потому что заявки чуть-чуть отличаются, и поэтому соответственно, и документы не должны быть идентичны. Обязательно вы должны с положения заявку распечатать, заполнить ее, можно от руки, можно в электронном виде, но завизировать ее от руководителя организации или руководителя управления с печатью, и сделать из нее PDF-файл. Вот этот PDF-файл и загружается, собственно, при организации регистрации и при подаче заявки. Здесь, смотрите, выделены материалы. То, что конкурсные материалы представлены позже установленного срока, а это я рассматривала в позиции, то есть это до 17 июня. Если заявки будут указываться 17 число, она рассматривается. 18 июня уже не рассматривается. Поэтому, пожалуйста, дедлайн, срок 17, обязательно его не потеряйте, не пропустите, обязательно загрузите до этого срока ваши конкурсные материалы. Еще одна оговорка. Участники представляют программу детского оздоровительного лагеря, которая не является участником-победителем в других конкурсах, организуемых Министерством образования, науки и молодежной политики. То есть, естественно, если программа уже где-то принимала участие, вот изменение программы, может быть, дополнение, обработка и переработка, это не та программа, которая принимала участие. А если программа, конечно, принимала участие, то такую программу мы рассматривать ее не будем, и она будет технически снята с конкурса. Поэтому тоже будьте внимательны, пожалуйста, при подаче заявок. Значит, что необходимо представить организаторам, какие конкурсные материалы. Так как у нас идут два этапа, то есть есть летний этап, то есть заявочный, и есть по реализации, поэтому формы документов они немножко отличаются, на которые следует обратить тоже внимание. Значит, конкурс материала — это заявки. Вот, пожалуйста, здесь на слайде я вам пишу, что заявка установленной формы для муниципальных организаций отдыха детей и оздоровления, приложение 1 к положению в формате PDF. Заявка установленной формы для государственных коммерческих и некоммерческих организаций отдыха детей и оздоровления, приложение 2 к положению и в формате PDF. Значит, помимо заявки на сайт не загружается сама программа. То есть вы при регистрации на конкурс вы не обнаружите возможность загрузить документ программы. Программа она загружается и она публикуется на сайте организации участника. То есть и ваша задача в рамках заявки показать только ссылку на место, где эта программа опубликована. То есть таким образом члены экспертной комиссии могут зайти по ссылке и посмотреть сам документ программы, собственно, не загружая саму программу, то есть не просматривая эту программу на сайте самого конкурса. Вот здесь опять же оговорочка, она выделена синим цветом. Участники предоставляют ссылку на раздел сайта организации участников в информационно-телекоммуникационной сети интернет. И еще одна оговорка, то есть программа должна рассчитана на смену продолжительностью в соответствии с пунктом 1.11 Санпин 244 3155 от 13 санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию, организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. То есть программа должна иметь
количество дней по Санпину. И что еще важно, третьим документом или документами, которые вы должны загрузить до 17 июня, это согласие на обработку персональных данных. Здесь следует обратить внимание в положении о том, что согласие на обработку персональных данных подает руководитель, подписывающий заявку на участие, и разработчик или разработчики. Если разработчиков программ несколько, то соответственно согласие на обработку персональных данных вы загружаете на каждого разработчика. То есть получается здесь не один документ, а может оказаться несколько документов. Минимальное количество это 2, а максимальное я не знаю, сколько у вас может быть разработчиком вашей программы. Но думаю, что 2 человека это уже точно 2 согласия на обработку персональных у вас будет. Для этого надо с положения скачать согласие на обработку персональных данных, его значит, заполнить, подписать, сканировать, и на сайт он загружается тоже в формате PDF. То есть эти документы, формат PDF, они уже должны иметь обязательно подпись и печати организации. Ну, в согласии на обработку персональных данных печать не нужна, но в заявках она должна быть представлена. Следующий пакет документов – это по итогам реализации программ ДОЛ, детских оздоровительных лагерей с 1 сентября по 6 сентября. В данном случае на тот же сайт конкурсов, который я вам показывала, организации, участвующих, значит, организации, которые участвуют в продолжении, вышли в рейтинговую систему, предварительную рейтинговую систему, должны предоставить следующие материалы. Тематический видеоряд по реализованным ключевым мероприятиям программы детских оздоровительных лагерей. То есть нам не нужны фотографии, нам не нужны видеоролики, нам не нужны ссылки на социальные сети. Все это должно быть загружено на сайт организации участников. То есть таким образом вы предоставляете варианты реализации ваших смен, да, и ваша задача предоставить ссылку на те материалы, на которых мы можем это все посмотреть. Затем вы должны написать краткую аннотацию реализации программы ДОЛ, то есть программа ДОЛ с результатами реализации в произвольной форме в формате Word не более 2 страниц. То есть в данном случае здесь может быть подпись только руководителя смены, и собственно формат этого краткой аннотации – это просто краткое ваше резюме по реализованной смене. И третий документ, который мы рассматриваем в позиции, это информационная карта. Она представлена в приложении 6 к положению и предоставляется организаторам после реализации программы ДОЛ для подведения итогов конкурса. Что важно здесь? Дело в том, что в прошлом году победители конкурса принимали в федеральных конкурсах участие. И в этом году мы постарались наше положение привести к требованиям федерального конкурса. И одним из компонентов конкурсных материалов в федеральном конкурсе являлось предоставление информационной карты. Поэтому в данном случае информационная карта, она является как бы для участников возможностью для продолжения конкурсного движения, но уже на федеральном уровне. Поэтому информационную карту есть смысл заполнить и предоставить ее республиканским организаторам. Оценка конкурсных материалов. Ну, в любом случае, любой материал проходит сначала техническую экспертизу. Техническая экспертиза, она рассматривается вот следующими положениями. Это значит на соответствие положению конкурса. Я уже сказала, где можно положение конкурса у нас прочитать. Это на сайте конкурсов. С учетом требования к оформлению конкурсных материалов. И вот смотрим третью позицию. Это наличие сведений о деятельности организации участников конкурса
отдыха детей и их оздоровления в реестре организации отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Коми на сайте Министерства образования и науки, молодежной политики Республики Коми. Вот здесь дается ссылочка на этот реестр. Собственно, можно на этот реестр заглянуть, и требования к заполнению реестра, то есть это очень важный компонент. Мы в данном случае рассматриваем лицензионные и сертифицированные возможности и программы, и, собственно, детского оздоровительного лагеря, поэтому возможности. И вот эта ссылочка, она в свободном доступе, она определяет, собственно, реальное существование лагеря. Вот, поэтому это очень важно, и ваша программа, ваш лагерь должен войти в этот реестр. Если такого технически в реестре вашего лагеря не будет, то вы автоматически выбываете из конкурса и участниками конкурса не являетесь. Обязательно тоже обратите внимание, когда будете готовить, собственно, конкурсные документы. Теперь о критериях оценивания. То есть, собственно, критерии оценивания не представлены, их можно посмотреть. Я хотела их немного прокомментировать, потому что программами детских оздоровительных лагерей мы занимаемся, собственно, недавно, и такой жесткой системы к программам ее нету. И каждый участник, каждый организатор детских оздоровительных смен, они пользуются, условно, своими нормативами по организации этой программы, но, тем не менее, основные компоненты должны быть. И в системе критериев оценивания мы постарались их отразить, чтобы эксперты могли, собственно, проверить на наличие этих компонентов, собственно, ваш программный документ. Значит, что мы смотрим? Вот обратите внимание, что пункт 1 и 2 наличие концепции смены и определена профильная направленность смены я обозначила стрелкой. Это связано с тем, что концепция не может быть оторвана от профильной направленности смены. То есть концептуально эти вещи должны быть связаны. То есть если у нас в концепции это написано, значит должно быть определена и профильная направленность. Или наоборот, если у вас вариантов профильности смены достаточно много, это спортивно-оздоровительная, естественно-научная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, художественная, техническая, трудовая, экологическая, этнокультурная, патриотическая и так далее. То есть, может быть, в основном чаще всего встречается социально-педагогическая направленность. Это такая традиционная классический вариант программ детских оздоровительных лагерей. Но, тем не менее, сегодня появляется интерес к профилизации смен, чтобы сегодняшние дети не только отдыхали, но они где-то и образовывались. Собственно, суть и нашего конкурса для того, чтобы в рамках досуга ребенок и получал еще и какие-то новые знания, образовывался, получал новые навыки. Поэтому обязательно в концепции это может быть отражено. Поэтому концепция смены должна быть представлена. Вот принцип ее оценки, он достаточно развернут, в общем-то прозрачен, и любой конкурсант может посмотреть, что мы смотрим, что мы оцениваем, и с учетом вот этой оценки поправить и привести в соответствие ваш программный документ. С профильной смены, собственно, понятно. Обычно не пишут в титульном листе профилизацию смены, но тем не менее ее следует рассматривать. И даже если у вас не выделена какая-то профильность смены, вы можете написать все равно, что эта программа является социально-педагогической. Поэтому она все равно должна быть определена.
Следующий параметр или направление, критерий – это обоснование актуальности программ. Понятно, что если программа реализуется в 2019 году, есть темы, которые, собственно, интересны сегодня и которые хотелось бы, чтобы они реализовывались именно это летние оздоровительные программы и компании. Поэтому рассматриваем, насколько само содержание темы, опять же, это обоснование актуальности и новизны, оно очень сильно связано с концепцией. То есть, если мы смотрим третий пункт, то где-то он имеет большую связь с концептуальностью. Но, тем не менее, оно должно быть. Это не одно и то же, это разные вещи. Потому что наличие концепции – это некий такой конструкт, на что опирается программа. А обоснование актуальности и новизны, здесь оговариваются, собственно, некие инновационные составляющие, которые будут в рамках программы развиваться. Социальный эффект, да, то есть то, к чему могут прийти дети в рамках этой смены, обязательно должно быть описание социального эффекта, то есть к чему двигаемся, ради чего проводим все мероприятия, ради чего вообще задумали эту смену. А опять же, он тоже связан с концептуальными основами, то есть это, собственно, и входит в систему концепции. Определение профиля, обоснование актуальности, социальный эффект. Это и концепция. Частично это раньше это писалось в рамках пояснительной записки, но в большей степени, конечно, это может быть описано и концептуально. Следующий момент, на который мы рассматриваем, вот здесь он звучит и с моими дополнениями: нормативно-правовое обоснование программ. Я дописываю перечень соответствующих концепций, идеи и теме программы детского оздоровительного лагеря нормативным документом. То есть тут все-таки должны представлен тот пакет нормативных документов, который соответствует вашей концептуальной идее. То есть может получиться так, что вы можете взять перечень федеральных документов, на которые вы опираетесь, федеральные и республиканские, но усилить это можно и концепциями отдельных областей. Сейчас этих концепций у нас 8 образовательных областей, то есть в рамках концепции. Возможно, что вы возьмете за основу концепцию реализации дополнительного образования, возможно, возьмете реализацию концепцию математического образования или концепцию технологического образования и так далее. То есть, собственно, вы можете, то есть в рамках пакета ваших документов перечень не должен быть стопроцентно одинаковый, то есть это ваши нормативные документы, на которые вы опираетесь, на них у вас есть опора. Есть перечень обязательный, есть перечень, который выбираете в рамках, собственно, своей программы. Поэтому, опять же, смотрим наличие, значит, этих перечней. То есть вы можете и не приводить перечень, возможно, только ссылка на какие-то нормативные документы. Но, соответственно, если у вас упоминание, это 1 балл, а если составленный полно грамотно оформленный перечень, то это повышает, собственно, балл для вашей программы. В пояснительную записку входят такие компоненты, как цели, задачи программы и описание ожидаемых результатов программы. Тоже это, собственно, входит в варианты концепций. Вот, что важно, посмотрите, я пункты 6 и 7 опять взаимно соединила, потому что от цели задачи программы зависит и какие вы ждете результаты. То есть это 2 пункта, которые взаимно связаны, то есть цель и задачи и ожидаемые результаты в рамках программы. Социальный эффект какой может быть, какие результаты развития ребенка вы хотите получить. То есть это должно быть, ну пусть не представлено отдельным, скажем так, разделом программы. Собственно, это не суть в этом. А главное, что вы все-таки на это обращаете внимание. И перечень ожидаемых результатов у вас тесно связан с целью и задачей программы. Я еще должна оговориться, потому что по традиции у нас пишут много целей в любой программе. Такая комплексная программа, как детский оздоровительный лагерь, она, возможно, и имеет многоцелевой подход,
подход, но я думаю, что цель с учетом профиля и с учетом миссии может быть-то как раз одна, а вот задачи могут быть и разнообразны. Поэтому от того, какая у вас цель, вам легче определить ожидаемые результаты и легче от правильно, грамотно поставленной цели определить и структуру программы, и содержание программы, и план-график программы, и результат. То есть, собственно, цель – это реальный продукт, который вы должны получить по содержанию, в общем-то, вашего программного документа. И насколько она будет реалистична и понятна вам, настолько реалистична и понятна будет ее реализация и для нас, как экспертов, собственно, ваших конкурсных документов. Что еще обращаю? Пункт 8. Структура программы. Это я не выделяю, что это обязательный, собственно, компонент, что нужно обязательно, чтобы эти структурные компоненты были. Но тем не менее, взяв любую программу, мы, тем более программу детского оздоровительного лагеря, я еще раз подчеркиваю, что эта программа комплексная, она может содержать несколько программ внутри основной программы. Поэтому саму структурировать документ будет легче вам самим, если вы будете четко соблюдать основные важные компоненты этого документа. То есть структура, программа — это не жесткий критерий, но он обязательный критерий для логики и понимания того, что вы пишете. То есть, опять же, исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, и в рамках структуры мы рассматриваем основные условия. То есть в структуре программы рассматриваются именно условия реализации, то есть возможности реализации. Поэтому она очень должна быть четко и логично прописана. Вот красным я здесь выделяю, что бы хотелось увидеть. Это пояснительная записка, концепция программы, наличие ожидаемых результатов, наличие плана мероприятий с указанием форм организации видов деятельности, критериев результативности, описание условий реализации, нормативно-правовой, кадровой, методической и другие, рекомендуемые списки литературы или информационных ресурсов, описание механизмов реализации программы, этапов деятельности, и возможно, что для определенных технологий реализации возможно, что и описание модели существования лагеря. Поэтому что вы туда введете, что вы посчитаете нужным вводить в систему структуры программы, это уже на ваше усмотрение. Но она должна быть максимально полной. То есть обязательно в программе должен быть титульный лист. К сожалению, не всегда мы это видим, чтобы был титульный лист с принятием этой программы на уровне организации. Обязательно должен быть список использованной литературы и, собственно, в рамках программы пояснительная записка или миссия и содержательный блок, и оценочный блок, он уже сегодня должен существовать в обязательном порядке. Поэтому рассматривайте, структурируйте правильно, и, собственно, эксперты на это смотрят в важном порядке. Еще один важный момент – это пункт 9. Содержание программы адаптировано к возрасту детей. Такое тоже бывает, что программу предоставляют, но возрастные особенности не учитываются. Вы имеете в виду, что в рамках комплексной программы летней оздоровительной смены у вас бывают разновозрастные дети. То есть вы должны учитывать перечень мероприятий, которые касаются всех детей, и тех детей, которые относятся к определенному возрасту. То есть как вы адаптируете эти условия, как вы их создадите, но эксперт все равно увидит, соответствует это тому возрасту, который вы заявляете, или не соответствует, все равно это будет видно. Пожалуйста, обращаем на это внимание. Все-таки это детские оздоровительные лагеря, и даже если мы рассматриваем детский оздоровительный лагерь в рамках профиля, и возможно, что в рамках профиля у вас оказываются дети старшего возраста, условно там дети 14-18 лет, да, то, соответственно, механизмы, технологии могут быть адаптированы под условия этих детей. А если в ваших детских дошкольных учреждениях принимают дети дошкольного возраста, то эта программа должна быть адаптирована для детей дошкольного возраста. То есть вот этот факт должен быть присутствовать. Значит, 10 пункт. Представлено описание форм, методов организации досуга и мероприятий по профилю программы. Но, опять же, когда просматриваешь некоторые документы, программные документы детских оздоровительных лагерей, то видишь, что описание форм
оно подходит под социально-педагогическую программу, а в титуле прописывается некий профиль. И вот когда вот этого соответствия, профильной направленности, прописанной в методологических основах программах, не находишь в содержательных частях, то понимаешь, что это формальное соединение, компилятивное соединение. То есть авторы-составители или разработчики, они не подумали о том, что есть логическая связь между целью, задачей, миссией и содержанием. Или, допустим, тематическая направленность программы должна быть отражена в событиях, которые, в мероприятиях, которые вы, собственно, проводите с детьми. То есть должна некая тематическая логика выстроена, некий тематический стержень, на который нанизываются, собственно, эти события. Поэтому обязательно нужно смотреть, что это должно соответствовать. Если этого нет, то есть получается такая компилятивная, традиционная программа лагеря, в которой все собрано в кучу, все развлекательные, досуговые мероприятия, образовательные мероприятия, и нет некой логической стержневой цепочки, которая может объединить, собственно, эти формы между собой. Я думаю, что есть смысл на это обратить внимание. Вот здесь смотрим. Реализация программ предлагается возможности участия детей различных категорий. Но сегодня, если мы говорим о том, что у нас появляются дети различных категорий, то в рамках сегодняшнего опыта то появляются и смены, в которой, в общем-то, появляются дети с разными категориями детей. Дети с ОВЗ могут попасть в эту смену, особенно в санаторно-курортные лагеря, дети, находящиеся в социально опасном положении, одаренные дети и так далее. То есть понятно, что некоторые смены, они нацелены на работу с конкретными детьми. И если вы предполагаете эту нацеленность и в миссии, в концепции это у вас прописано, это просто замечательно. Но может в обычном лагере оказаться вот эта категория детей. Если в рамках программы вы предусматриваете блок работы с такими детьми, то это только позитивно оценивает саму программу. И если вы обратили внимание, то здесь добавляется сумма баллов, то есть каких детей вы еще включаете в процесс реализации программы, то есть то столько баллов добавляется, собственно, в увеличение вашей баллов на вашу программу, оценку вашей программы. 12-й пункт. Разнообразие видов деятельности. Вот я специально здесь мы в положении перечислили, какие виды деятельности могут быть. Но это не главное, чтобы вы все подряд их использовали. Это не совсем хорошо, грамотно, потому что с учетом профильной направленности многое часть деятельности может не войти в программу. Но разнообразие может быть. Ведь может быть спортивно-оздоровительной появиться культурно-досуговая. Можно спортивно-оздоровительной появиться и художественно-творческая деятельность. Согласитесь с этим. В рамках спортивно-оздоровительной может появиться трудовая деятельность. То есть это варианты, да, которые мы можем, для нас это ориентир, какие виды деятельности могут быть прописаны в программе. Ваша же задача, опять же, эти виды деятельности структурировать в контексте концепции и идеи самой программы, темы программы. Поэтому обязательно смотрите. И чем больше видов деятельности, в общем-то, представлены, мероприятия описаны, тем, в общем-то, лучше смотрится программа. Еще один важный момент, который мы хотим увидеть в рамках ваших документов, хотя он, собственно, не совсем входит в систему программы, да, но тем не менее методическое сопровождение, оно существует, то есть оно входит в систему подготовки к реализации, то есть перед тем, как мы, собственно, начнем реализовывать программу, мы должны подготовить потенциал наших работников, которые помогут нам реализовывать эту программу. Поэтому наличие методического обеспечения программы хотелось бы увидеть, то есть на каком уровне у вас проходит подготовка и какие методические материалы уже есть в наличии для того, чтобы ваша программа она была наполнена, подготовлена, и чтобы это не делалось наспех, и чтобы мероприятия имели базу подготовки, они были продуманы, несли свою
педагогическое и образовательное содержание, поэтому вот в данном случае на эти материалы мы обязательно смотрим. То есть это что может быть? Списки, перечни, формы в структуре программы, да, то есть формы мероприятий, перечни материально-технического оборудования, списки информационных источников, списки различных приспособлений и в то же время сами методические материалы, это конспекты, рекомендации, сценарии, анкеты диагностики. Все вот то, что здесь перечислено, частично входит не в саму программу, а входит, в общем-то, в УМК программы и является частью, в общем-то, его приложения. Оно может быть, оно хорошо, если оно имеется и наполнено, и наличие вот этих материалов тоже вашу программу делают как победителя, участника этого конкурса. Пунктов много, поэтому я комментирую. Хочется, чтобы вы были готовы к тому, чтобы ваш материал был качественный, и поэтому уже само, в общем-то, критериальная основа, она вам позволяет, собственно, предусмотреть, есть у вас или не есть этот компонент, проработали вы его или не проработали в программе, но есть смысл на него посмотреть. Пункт 14. Обоснование применения педагогических технологий в процессе реализации мероприятий. Сейчас уже активно в современных разработках появляется вот именно описание технологий, которые используются в рамках реализации программ детских оздоровительных лагерей. Они очень близко связаны с образовательным процессом, поэтому если вы посмотрите на перечень технологий, которые здесь предложены, то есть информационно-коммуникационная, исследовательская, проблемная, проектная, диалоговые, очень часто можно увидеть, что разработчики используют проектную технологию, технологию сотрудничества. Есть работа в рамках организации детской оздоровительной смены, это коллективное творческое дело, отдельно мастерские, и также очень активно, актуально работают это игровые и сюжетно-ролевые игры. То есть сама система лагеря или модель лагеря, она разрабатывается в системе игры. Поэтому это есть технология, и она тоже является неким стержневой основой, которая позволит ваше мероприятие связать в единую логическую цепочку. Поэтому мероприятие, опять же, мы пишем не абстрактно, не компилятивно, а подбираем такие материалы, которые смогли вам реализовать вот одну из двух или двух-трех технологий, которые здесь, собственно, написаны. Эксперты на это смотрят. Если они видят, что пакет мероприятий связан с какой-то технологией, они для себя дают определенный балл. Вот еще один пункт, 15. Описание требований к материально-техническому обеспечению программы. Собственно, что здесь следует сказать? То есть даже если эта площадка как бы без выезда за пределы города, тем не менее некая база материально-технического обеспечения или материально-технических условий должно быть в обязательном порядке. Если тем более вы реализуете какие-то программы творческого характера или на основе площадки реализуются программы дополнительные образовательные программы, материально-техническое обеспечение программы просто обязано представлено быть. Поэтому смотрите, чтобы то есть какой минимальный перечень оборудования и материально-технических условий, которые позволят вам, во-первых, и подыскать площадку или базу, скажем так, до вашего, и насколько эта база, ваша предположительная база соответствует той базе, где вы планируете реализовывать эту программу. То есть либо вы эту базу изначально знали, когда договаривались с учреждением детского оздоровительного лагеря, либо вы сами думаете, какое материально-техническое обеспечение программы должно быть. Что здесь я пишу? То есть этот пункт имеет логическую связь с концепцией, с темой и базы реализации детско-оздоровительного лагеря. При реализации программ профильной направленности, вот это в обязательном порядке, должны быть прописываться материально-технические условия
и самой базы детско-оздоровительного лагеря, плюс условия материально-технического обеспечения дополнительной образовательной программы. Потому что сегодня очень актуальны такие программы, как робототехника, инженерные. Как вы думаете, без неких условий материально-технического обеспечения мы сможем это реализовать? Скорее всего, нет. Даже художественная направленность, если мы не будем иметь набор материалов и соответствующее оборудование, мы тоже не сможем ее реализовать. Это касается музыкальных направлений, хореографических направлений, художественных оформлений, технических направлений, научно-исследовательских направлений. Допустим, для изучения флоры и фауны нам обязательно нужен какой-то пакет оборудования, который позволит нам эти условия соблюсти. Поэтому, если вы предполагаете тематическую направленность, то и обязательно продумывайте условия материально-технического обеспечения программы. Следующий пункт, 16. Описание системы работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение технической и противопожарной безопасности детей, создание санитарно-гигиенических условий. Но здесь даже и говорить сложно, эти условия, собственно, должны быть в обязательном порядке, независимо, какую программу вы реализуете. Это одно из условий реализации, в общем-то, жизнедеятельности детей в условиях стационарных и других лагерей, потому что сейчас оцениваются, рассматриваются все условия и поездки детей, и экскурсии детей, и санитарно-гигиеническая база, и техника безопасности на дорогах и так далее. То есть мероприятия должны быть запланированы. Если они вписываются в основную концептуальную канву вашей темы, это еще лучше. То есть еще лучше, когда это связано с тематикой. То есть вы таким образом выстраиваете включение этих мероприятий в систему тематической смены. И это очень важно. Поэтому компонент и структуре программы, как вы реализуете эту систему, она должна присутствовать. 17. Приложены формы и способы организации взаимодействия с социальными партнерами в рамках реализации программы смены. Тоже на сегодняшний день, с учетом и закона об образовании, то есть для привлечения социальных партнеров, да и, собственно, сами смены, многие смены, особенно туристическо-краеведческого характера, военно-спортивного характера, без социального партнерства не бывает. Поэтому нужно обязательно рассматривать, каких партнеров вы привлекаете, на каком уровне они привлекаются. И, собственно, не только списки партнеров могут быть, но еще лучше, если это партнерство прописано в содержании программы. То есть где какие партнеры вам помогают, каким образом они вам помогают. Это технологии взаимодействия с социальными партнерами. Вот, и оно должно быть прописано или в содержании реализуемых мероприятий, или в плане сетки, собственно, календарном плане сетки, где, когда, какие участники, социальные партнеры у вас привлечены для реализации смены. Очень кратенько, наличие сметы расходов. Не все программы, собственно, делают расчеты этой смены, они думают, что это только экономическая составляющая. На самом деле сюда входит не только экономическая составляющая, но и методическая составляющая, потому что если вы предусматриваете смету расходов методического, то есть закупку методического уровня, то ваша смена, она будет иметь наполнение материально-техническое такое, какое вы предполагаете. Поэтому в смете может быть отражена не только содержание, такое реальное содержание воспитанников ДОЛ, но и предполагаемые расходы на реализацию дополнительных образовательных программ, возможности для материально-технического и методического обеспечения мероприятий, в том числе планируемых экскурсий. Принцип удешевления затрат на содержание воспитанника работать не должен в данном наличии сметы. То есть минимальное количество, то есть расчет такой, что только это минимальный расчет не должен быть. Поэтому смету есть смысл
смысл продумывать. Тогда качество вашего документа программного таким же образом тоже усиливается. И связь со сметой – это экономическая целесообразность, да, реализации программы. Опять же, тут принцип есть-нет. Если вы прописываете ее, эту экономическую целесообразность, замечательно. Если нет, то, собственно, может, это не совсем в минус в программе, но, тем не менее, она предполагается, и вы ее можете отразить в самом программе. Ну и последние два пункта, на которые я рассматриваю, это грамотность текста программы. То есть должна отметить, что обязательно вычитать, пусть у вас специалист вычитает саму программу. И последний пункт – подготовленность к тиражированию, публикации, внедрению в педагогическую практику. Если вы рассмотрите положение, то в согласии на обработку персональных данных существует такой пункт, что лучшие программы, они будут опубликованы на сайте лучшие практики Республики Коми, поэтому сами эксперты и организаторы программу приводить в публикационную ценность не должны. Это должны сделать вы. Поэтому в любом случае вы должны подготовить таким образом документ, чтобы нам легко можно было этот материал или тиражировать, или публиковать. То есть обязательные компоненты, о которых я писала в содержании программы, это титульный лист программы, внешнее оформление, стиль документа, выдержанность структуры программы, наличие ресурса разработки и, самое главное, учет ГОСТа при оформлении методического документа. То есть компонентов много, а смотрите, что мы ставим только либо есть, либо нет. Да, то есть оценка эксперта — это очень сложно оценить, когда документ очень плохо читается, читабельности нет, когда несоответствие некоторых компонентов ГОСТа, когда не соблюдены чисто визуальные эффекты оформления. Поэтому на это эксперты тоже мы обращаем внимание. Здесь я рассматриваю информационную карту. Это такая форма, она дана у нас в положении. Я говорила об этой форме, когда говорила о том, что возможность участия победителей в федеральном конкурсе. Ну, вот такая программа, она соответствует требованиям федералов, но мы ее рассматриваем в контексте Республики Коми, но тем не менее она будет дополнена уже по результатам апробации. Что еще хочется сказать? Вот здесь я даю еще и методические рекомендации. Это то, что я обсуждала в пункте 20-21, да? То есть, чтобы вам было легче ориентироваться на то, что какие требования предъявляются при оформлении документов. Собственно, это требования и к публикации материалов статейного характера, они тоже имеют место. Я просто вам привела вот перечень, которым необходимо соблюдать при оформлении конкурсного документа и оформлении методических рекомендаций у конкурсного документа. То есть здесь они перечислены, там должен быть выполнен в редакторе Microsoft Word, ориентация листа книжная, формат А4, поля стандартные, шрифт Times New Roman. Но если вы хотите сделать какое-то образное наполнение, то есть, пожалуйста, вы можете, собственно, художественность вашей программе придать, да, и я думаю, что это не будет возбраняться. Но вот здесь мы пишем такие важные минимальные требования. Вот определяется размер шрифта. Самый читабельный шрифт — это Кегель 14, ну еще 12 Кегель хорошо читается. То есть опять же мы не ограничиваем, собственно, вы можете и в 12 Кегеле сделать публикацию, но тем не менее лучше всего текст читается для экспертов в 14 Кегеле. Для таблиц Кегель немножко поменьше. Если вы брали 12, то и для шрифта таблиц он тоже может быть меньше. Межстрочный интервал для читабельности 1,5, выравнивание по ширине страницы и очень важный абзацный отступ 1,25. Так как мы это не делаем в сборнике, мы будем публиковать у вас это в системе вашего документа, то отступ стандартный, он представляет собой 1,25 сантиметров. Это красная строка. Она должна быть такой. На что еще обращаю внимание? Кегель титульного листа. Видите, я пишу 14
Кегель 14. Почему обращается внимание, очень неаккуратно смотрятся ваши титульные листы, если там применяются разноуровневые шрифты и в названии, и в обосновании организации, и в согласовании. И, собственно, вот это очень делает ваш титульный лист неряшливым. Посмотрите, пожалуйста, то есть чем меньше шрифтов вы используете в титульном листе, тем он, в общем-то, смотрится аккуратнее и понятнее для, в общем-то, конкурсной работы. Титульный лист, сам первый титульный лист не нумеруется, зато все остальные страницы текста, они нумеруются. Приложение не нумеруется. Страницы программы обязательно указываются в содержании, и после титульного листа идет страница содержания, где должны быть указаны страницы ваших разделов вашей программы. Здесь я даю ГОСТы. Если что-то непонятно, вы можете этот ГОСТ открыть в интернете и посмотреть его содержание. Также дается ГОСТ для оформления библиографических списков или списков рекомендуемой и используемой литературы. Если в тексте, в части миссии, в пояснительной записке вы приводите ссылки или, допустим, ссылки на какие-то нормативные документы, то есть смысл все-таки эту ссылку указывать на библиографический список. И очень больной вопрос оформления это информационных ресурсов. Я даю здесь вариант оформления электронного ресурса. Чаще всего просто большинство разработчиков и составителей, они дают только электронную ссылку, и таким образом оформление этой части, она некорректна с точки зрения научности документа. Поэтому вот здесь вот вариант, самый простой нашла, который в интернете, это правильное оформление электронного ресурса, как оно должно быть. Еще что можно вам порекомендовать? То, что сейчас я вам говорю, это рекомендации. Вы их можете взять за основу при подготовке вашего документа, приведении его в порядок. Вот. Библиографический список имеет тоже свою, вот, в общем-то, структуру. Вы ее можете взять за основу и, в общем-то, оформлять соответствующим образом. И же последнее. Определение победителей конкурса осуществляется членами жюри после проведения оздоровительной кампании в срок с 9 сентября по 27 сентября. То есть срок в течение месяца мы проводим экспертизу и подводим итоги. Я об этом говорила, когда рассматривала первые слайды по этапам конкурса. Поэтому сами конкурсные мероприятия у нас должны завершиться к концу сентября. Итоги конкурса в форме рейтинга 3 программ детских оздоровительных лагерей финалистов, набравших наибольшее количество баллов по каждой номинации, публикуются на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, на сайте Коми Республиканского института развития образования и на сайте профессиональных конкурсов. Кроме этого, на страницах открытое образование, в разделе «Лучшие практики организации летнего отдыха детей и их оздоровления» они публикуются на сервисе «Открытое образование Республики Коми». Ну, собственно, весь материал я сказала. Если возможны какие-то вопросы, если в рамках установочного вебинара я не ответила на какие-то нюансы, вопросы, можно позвонить по телефону 286-011, добавить 420, или написать на e-mail ngtorlopova@klero.ru. На ваши вопросы я постараюсь ответить. Если сегодняшний вебинар, в общем-то, не разъяснил ситуацию, но я надеюсь, что вебинар был достаточно, скажем так, объемный. Всю информацию по конкурсу я довела до сведения. И относительно муниципалитетов, муниципальных управлений образований, сегодня должна выйти рассылка, и документы положения и приказа должен до вас дойти. Но я уже вам скажу, что публикация конкурса прошла уже в первых числах мая, и, собственно, эта информация была открыта и доступна уже с первых чисел 1 мая. То есть на сайте конкурсе «Профессиональные конкурсы»
Эта публикация была сделана уже очень давно. Спасибо за сегодняшний вебинар. Я надеюсь, он был вам полезен. И можно, в общем-то, выходить на систему взаимодействия с нами. Кроме меня, консультации может оказывать Татьяна Сергеевна Кальницкая, заведующий Центром общего образования, социализации и развития личности. Собственно, мы находимся на одном телефоне. Я должна с вами попрощаться. Вебинар закончен. Спасибо за внимание. До новых встреч.